Высота не требует риска. В филиале Мариэл и Чувашии Т+, работников определенных специальностей обучают на новом учебно-тренировочном полигоне, который оборудовали на Новочебоксарской ТЭЦ-3. Пока в компании это единственный комплекс по отработке практических приемов выполнения работ на высоте. Специалистам, которые обеспечивают надежную, бесперебойную работу теплового хозяйства, нужно быть предельно внимательными и осторожными, а также профессионально подкованными. Сейчас практические занятия по проведению безопасных работ на высоте в соответствии с новыми требованиями законодательства проводятся в условиях, максимально приближенных к производству. Система безопасной работы на высоте. Для них эта система, что означает? Это страховочная привязь есть. Потом есть сам строп, который мы используем, за что же цепляем. И, соответственно, есть анкерные точки. Они бывают стального и матерчатого исполнения. Практические занятия начинаются с инструктажа, затем ознакомление со специальным снаряжением и прохождение испытаний, подъем на высоту и выполнение определенных операций. Вы цепляетесь за данную линию и проверяете при подъеме на высоту своим весом. Учебно-тренировочный полигон энергетики создали своими силами. Для эффективного обучения приобрели сертифицированное оборудование. Здесь, по словам специалистов, реально смоделировать все штатные и внештатные ситуации, с которыми может столкнуться работник-высотник. Для этого оборудовали площадки под определенные виды работ, как на станции, так и на тепловых сетях. К примеру, в учебной тепловой камере отрабатываются действия при спуске на глубину почти 2 метра. Отрабатываем основные виды работ, которые используем на производстве. Это работа с лесов, работа в камерах переключения, так как является работа на высоте, все, что относится и связано с нашим производством. Наряду со страховочной системой выполнения работ прописан алгоритм действий при возможном возникновении чрезвычайной ситуации. Важно, чтобы сотрудник не растерялся в ответственный момент и действовал по инструкции. Тематическая программа, которую разработал Самарский учебно-курсовой комбинат совместно с Крымским центром верхолазов, рассчитана на 60 часов практических занятий. Для того, чтобы проводить данное обучение, нужно иметь квалифицированных преподавателей. Вот в каждом филиале из каждого филиала мы направляли на такое подобное обучение на преподавателей. И у нас в каждом филиале есть обученные люди, которые готовы проводить такое практическое обучение для всех других работников, которые допущены к высоте. В компании Т+, это пока первая ласточка. Инициативу чувашских энергетиков подхватывают и в других регионах. Специалисты перенимают опыт и готовятся открыть подобные комплексы у себя. Опыт, который мы получим, сфотографируем, возьмем проект, обсчитаем, сколько у нас, возможно, это будет затрат на него. И будем, соответственно, я надеюсь, что будем строить у себя такой же подобный полигон для обучения наших работников. На полигоне уже прошли масштабные учения, в которых были задействованы более 300 сотрудников компании. Это мастера по ремонту, инженеры, ведущие специалисты из регионов присутствия Т+. Они под руководством опытных инструкторов отрабатывали необходимые производственные навыки. В компании убеждены, что повышение компетентности сотрудников позволяет снизить уровень рисков, связанных с человеческим фактором. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.